Ассаламу алейкум. Витаю всех, друзья. Сегодня 29 июня 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Будьте осторожны. Все остальные присоединяйтесь. Задавайте вопросы, пишите комментарии и так далее. Сегодняшний свой стрим я назвал «Топливный кризис» или «Спецоперация». Кому выгоден дефицит бензина? Давайте об этом и многом другом поговорим. Об этом и многом другом давайте поговорим. Хочу вначале сообщение от Deutsche Welle на русском вам сообщить. Путин отверг предложение Украины прекратить взаимные удары вглубь территории и ограничить боевые действия Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Как следует из опубликованного Кремлем интервью, президент, почему не правитель, да, Лукашенко же называют президентом, правителем, а почему этого не называют? Видите, какие двойные стандарты? Самозванного правителя, скажем так, РФ, ГБшного агента или ГБшника, РФ корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Оба предложения Путин представил как, знаете, самое интересное, вы никогда не увидите, чтобы на каких-то информационных ресурсах без надобности чье-то имя произносилось. И вот этого Павла Зарубина всегда вот подчеркивают. Павел Зарубин взял интервью. Павел Зарубин этого взял. Это тоже о многом говорит. Их отношение к самой теме. Оба предложения Путин представил как слабость Украины, пояснив первое тем, что удары России гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Второе – катастрофическим дефицитом личного состава вооруженных сил Украины. При этом он подтвердил контракты с украинской стороной, включая предложение о встрече с главой режима в Киеве. Среди других поднятых Путиным тем были бензин. Глава Кремля признал, что дефицит топлива из-за удара ВСУ есть, но не критичный. Закрывать его в ближайшее время планируется в том числе за счет импорта топлива. Путин повторил свой тезис о том, что удары ВСУ имеют целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах и еще лучше довести до раскола в российском обществе. Обратите внимание, сейчас мы к этому вернемся. До раскола в российском обществе. Запомните эту формулировку. Действия армии РФ. По заявлениям Путина, российская армия наступает по всей линии фронта. Ее противник, чушь, Отношения США. Путин ответил на заявление госсекретаря США Рубио о том, что никаких договоренностей на Аляске достигнуто не было. Однако Москва готова продолжить обсуждение с США всех вариантов, которые были озвучены на той встрече. Президент США Трампа Путин назвал более чем зрелым и опытным политиком и добавил, что в Москве ждут визита делегации США после завершения горячей фазы на иранском треке. Как отмечает ряд СМИ, интервью Путина де-факто стало его очередным успокаивающим выступлением по актуальным болезненным для населения темам. И так далее, и так далее. И теперь, друзья, я бы хотел вам поговорить по поводу вот этого ажиотажа, который происходит. Как мы все помним, совсем недавно, пару лет назад, да, это было, год назад, 2 года назад уже, время летит незаметно.
Евгений Пригожин, так называемый повар Путина, агент ФСБ обычный, который был очень доверенным, близким человеком Путину и его банде. Военный преступник Евгений Пригожин начал просить снаряды. И вроде бы все правильно, да, все правильно. Вроде бы недоволен, показываются трупы, картинка одна. Но просил он снаряды. И требовал он смещения, или дайте, говорил он мне, Шойгу и Герасимова. К Путину претензий не было. Никто не говорил о справедливости, ну, марш справедливости они назвали это, но по факту марш за снаряды это был. То есть еще больше они хотели убивать украинцев. И сразу было понятно, что это все пшик, фейк. Это не настоящий марш, псевдомарш, лжемарш. Поехали они на Ростов, а не на Москву. Что там в Ростове они забыли? Шойгу в Ростове прячется? Нет, конечно. Или Герасимов, который в Москве сидит, хотя Герасимов еще может быть в Ростове. Но точно не Шойгу. Пообщались, поговорили, какой-то вертолет сбили, нам рассказывали. Причем нам так и не показали реально сбитый ни вертолет, ничего, что я Шойгу. Но один враг Чеченской республики Ичкерия, Кирилл Буданов, глава целой разведки, заявил, что нет, это был настоящий марш. Но мне, простому правозащитнику, простому стримеру, было очевидно, что это не было никаким таким, хотя тоже наблюдал, было интересно, что из этого произойдет. Некоторые даже настолько поверили, что начали присягу давать и готовы были референдум провести в Чеченской республике. И присягу Пригожину давали. Баят это называется у спецваххабистов. И сейчас очень похоже, что такой же сценарий. Вроде все правильно, вроде все красиво, вроде бы, да, россияне страдают, страдает украинский народ. И когда страдают россияне, украинцам это нравится. Мир думает, о, смотрите, Россия находится на грани коллапса. Это же подорожание продуктов, инфляция и так далее, и так далее. Но давайте более пристально посмотрим на этот момент. Давайте более внимательно изучим и, так сказать, в контексте всего, в контексте происходящего сегодня. И ситуация не так уж неоднозначная, как казалось бы на первый взгляд. Ну, бьют там, хорошо, правильно, бить нужно и так далее. Большинство аналитиков по-прежнему оценивают топливный кризис на России исключительно через экономическую призму. Считают сожженные дронами тонны топлива, высчитывают процент падения переработки на НПЗ и прогнозируют момент, когда у государства закончатся ресурсы. Но исторический опыт Русни доказывает, ни один кризис и ни одно народное недовольство сами по себе не приводили к смене режима. Революции происходят лишь тогда, когда уличный протест возглавляет организованная контрэлита или когда в правящем классе зреет раскол. Если посмотреть глубже, становится очевидно, топливный кризис становится идеальным механизмом, с помощью которого учреждения ФСБ превентивно ликвидируют любые условия для раскола элит и зарождения альтернативных сил. То, что обывателю кажется хаосом и провалом, для учреждения тотальная стерилизация политического поля через управляемый дефицит. Вот 8 системных доводов, которые полностью меняют привычную картину. Довод первый. Западные аналитики совершают классическую ошибку, ожидая, что пустые заправки и бытовые неудобства выведут россиян на улицы и сломают фашистский КГБшный режим. Но история показывает, чисто низовые стихийные бунты, от Разина до голодных бунтов, всегда топились в крови.
Если у них не было координации сверху, пока внешние наблюдатели ждут невозможного автономного народного восстания, учреждение выигрывает время и спокойно перестраивает тыл на военные рельсы. Довод второй. Чтобы в стране появилась организованная оппозиция, нужна экономическая независимая среда, средний и мелкий бизнес, способный стать базой для альтернативных лидеров. Топливный рынок бьет точно по этой цели, парализуя частный сектор, логистику, доставку, фермерство, региональную торговлю. Тысячи экономически активных мужчин в провинции теряют автономию и доход. Высушивая гражданскую экономику, учреждение уничтожает саму почву для независимой самоорганизации. Единственным легальным работодателем и источником ресурсов остается само учреждение и контракты Минобороны. Живая сила перекачивается из армии не насилием, а искусственным созданием экономического тупика. Довод третий. Переплавка энергии бунтов, управляемых хаос. Поскольку народное недовольство – это чистая кинетическая энергия, учреждение не пытается его подавить, а перехватывает и возглавляет, как большевики в 1917 году, сверху. Через пропаганду гнев лишившихся работы и топлива людей направляется по ложному следу. Вы страдаете не из-за ошибок Кремля, а потому что Запад взрывает ваши заводы, наши заводы. Энергия, которая могла бы стать деструктивной для режима, превращается в топливо для ультрапатриотической массовки, требующей еще больше радикальных шагов и внутренней тирании. Довод четвертый. Формирование преданной касты распределителей дефицита. Как мы знаем, в Крыму военные продают, и не только в Крыму, военные продают дизель и бензин. То есть именно те, против которых воюют вооруженные силы Украины. То есть у них есть, значит, продавать что, значит, у них нету дефицита, и они еще на этом зарабатывают, миллионы зарабатывают. Для формирования, для устойчивости учреждения больше не нужны гражданские управленцы и лояльный бизнес. Ему необходима жесткая опора на силовиков нижнего и среднего звена. Дефицит превращает бензин в сакральный ресурс, а право его распределения – феодальное кормление. Военные, тыловики, сотрудники ФСБ на местах берут под контроль спекулятивные потоки, зарабатывая миллионы. Учреждение сознательно создает новое сословие королей бензоколонки, условно говоря. Эти люди прекрасно понимают, крушение учреждения лишит их этих потоков, источников богатств, поэтому их шкурный интерес, они будут кровно преданными исполнителями. Довод пятый. Зачистка потенциального раскола в энергетических элитах. Любой авторитарный режим падает при расколе верхов. Кризис – идеальный повод для учреждения превентивно ликвидировать старую олигархическую и полугражданскую элиту в ТЭК, которая теоретически могла бы выступить против курса Кремля. Частные сети АЗС и независимые нефтебазы, лишенные административного ресурса и лимитов, банкротятся первыми. Их активы за бесценок забирают государственные гиганты под управлением спецслужб. Происходит финальный передел собственности. Гражданские менеджеры вытесняются, а стратегическая отрасль переходит под тотальный контроль генералитета. Раскол в этой сфере становится фактически невозможным. Довод шестой. Дрессировка регионального руководства. Чтобы губернаторы даже не думали о создании независимых региональных центров силы, как во время смуты или в 90-х, учреждение превращает лимиты на топливо в главный инструмент кнута и пряника. Выделение бензина на посевную или даже для ЖКХ становится наградой за абсолютную покорность и стопроцентное выполнение планов мобилизации. Региональные элиты лишаются субъектности и превращаются в просителей, соревнующихся
лояльности Старой площади и Лубянки за каждый эшелон с горючим. Довод 7. Физическое ограничение горизонтальных связей. История учит, для организации сопротивления людям нужна мобильность и личная коммуникация, особенно в такой большой по территории, по расстояниям стране, как Россия. Дорогой и дефицитный бензин буквально запирает население внутри их городов и поселков. Снижается горизонтальная мобильность, рвутся независимые от центра экономические связи между регионами, общество атомизируется. Граждан, привязанных к своему радиусу выживания, технически невозможно собрать в единое скоординированное общенациональное движение. Довод 8. Асимметрия ущерба и безопасность ядра учреждения ФСБ. Финальный маркер цинизма и стратегического расчета – география ударов. Пока вся тяжесть кризиса падает на гражданскую инфраструктуру, ключевые центры принятия решений и координации, здания ФСБ на Лубянке и других объектов учреждения, также Кремля, министерства остаются в абсолютной безопасности. Как вы заметили, за все это время ни Кирилл Буданов, ни кто-либо не бил ни по ФСБ, ни по Кремлю. Куда-то вроде долетают, рядом падают, и совсем как-то неубедительно все это происходит. Учреждения используют население как живой щит и демпфер для внешних ударов. Российский обыватель принимает на себя реальный ущерб, лишаясь привычной жизни, в то время как аппарат управления не теряет ни грамма своей устойчивости. Разрушение быта граждан лишь развязывает учреждению ФСБ руки для усиления диктатуры под предлогом военного времени. Топливный кризис – это не приближение краха, а переход учреждения на качественно иной уровень управления. Если раньше стабильность покупалась за счет избытка распределения нефтедолларов, то сегодня учреждение освоило куда более эффективную технологию управления через дефицит. Копируя нехватку базового ресурса, власть разом решает главную историческую задачу самосохранения. Уничтожает экономическую базу для появления контрэлит, делает невозможным раскол среди олигархов и губернаторов, лишает масс мобильности и связей, необходимых для самоорганизации, замыкает все цепочки выживания граждан на силовую вертикаль. Внешне это выглядит как управленческая катастрофа. По сути же это контролируемый хаос, в результате которого общество полностью лишается инструментов сопротивления, а учреждение становится абсолютно монолитным, монопольным и защищенным от любых исторических рисков. Я еще раз хочу сказать, что это всего лишь мое мнение. Это всего лишь мое мнение. Но исходя из того отношения Украины, власти Украины, не Украины, украинский народ борется, и честь ему и хвала, низкий поклон. Верховная Рада принимает закон о том, что Чеченская Республика принимает решение, голосует, что Чеченская Республика оккупирована и над нами совершен, над чеченским народом совершен геноцид. Честь и хвала украинскому народу. Но мы видим, что власть в лице президента, его администрации, его каких-то карманных Кириллов, Будановых и всех таких супер каких-то там серьезных чуваков фактически играют на руку фашистской России. Может, таким образом хотят, чтобы как можно быстрее русские закончились. Но почему-то начинают они с самых бичей. Я извиняюсь за такое, но они первых в рядах бросали всех бомжей, бичей, каких-то зэков, бандитов, каких-то и всех остальных. Ну, других всех подряд. Кто за деньги, там, понятно, таких тоже. Тогда возникает вот вопрос. Просто надо, чтобы как можно больше простых русских мужиков убили. И, соответственно, много украинских мужчин и женщин погибло.
либо нужно восстановить международное право и территориальную целостность Украины. Вот этот момент мне очень важен понять. Вот если Зеленский борется за интересы Украины, то какого рожна происходит бунт Пригожина, псевдобунт Пригожина, после которого, а я тогда говорил, что после этого будут зачищаться все просто. И тогда было явно видно, что военные очень недовольны. Да, они преступники, они пришли, оккупанты, интервенты и все такое. Но на тот момент они ситуативные союзники Украины. Но нет, их все зачищают. Их всех зачищают. Может, они договорились, может, они ушли бы. Им это нафиг не нужна, может быть. И Донбасс, и Крым, и все остальное. Раз ввязались там и так далее. Но нет. Их всех зачистили. Укрепилась власть. Укрепилась власть. Показали, что мы крепкие. Кто-то может возразить, что нет, это невыгодно Путину и так далее. Ну а что было бы выгодно Путину, если бы били бы по Кремлю, и он бы бегал бы как крыса с одного бункера в другой, или били бы по ФСБ, и каждый отдел ФСБ был бы зачищен? Что было бы выгодно? Мне кажется, было бы выгодно, если бы не простые какие-то там бомжи, зэки там погибали бы. Да, они оккупанты, они пришли, но они никто, они ничего не решают. И для украинца, который, даже если они 1000 их убьют и погибнет один украинец, это невосполнимая потеря. Вот как я пытаюсь мыслить. Поэтому не спешите делать выводы. И хотелось бы еще посмотреть, как произойдет вот в ближайшее время этот сценарий. Я этот сценарий задал вопрос искусственному интеллекту, рассказал ему вот то, что вот мы вместе составили этот текст, и ответь, пожалуйста, какие сценарии ты видишь развития событий вот этого кризиса. Точный эпизод 1. Точный взрыв снизу, стихийный протест. В каком-нибудь регионе, например, на юге или в Сибири, из-за отсутствия бензина встают пригородные автобусы, фермеры не могут вывести урожай, а частники на заправке устраивают потасовку, которая перерастает в перекрытие трассы. Люди выходят не за политику, они выходят от злости. Реакция учреждения. Полная блокировка информации. В районе протеста мгновенно глушится мобильная связь, интернет. Благо, технически это уже отработано. Никаких кадров в сети. На место выезжает не ОМОН со щитами, чтобы не создавать картинку кровавого подавления, а Росгвардия наглухо оцепляет периметр. Итог для людей. Протест душит в зародыши, просто изолировав его от остальной страны. Организаторов тихо задерживают поодиночке ночью. Знаете, тоже очень важный момент, что вот люди будут бастовать и так далее. Люди не будут бастовать. Они будут бастовать, но они не будут политически что-то требовать. И если кто-то думает, что вот там народ поднимется там и так далее, это неправда. Я не верю в это. Кто-то скажет, что да, долгое время, если будет коррозия, нужно там 10 лет или 2 года или 3 года нету бензина там и так далее. И вот в таком случае вот народ тогда будет недоволен. Так на самом деле, если вы настоящий, если вам русский доверяет, вы живете в России, и он вам доверяет, и он знает, что вы его не выдадите, он вам расскажет, что он не любит эту власть. Абсолютно, ему плевать на эту власть. Он живет параллельно с этой властью. Просто если он вам не доверяет, он скажет, да, я люблю Путина, поддерживаю. Вот что он скажет. Поэтому очень странно, когда кто-то рассчитывает, что вот таким вот образом произойдет бунт. Бунт произойдет. И очень важный другой момент. Почему Кирюша Буданов или кто-то другой действует, косвенно говоря, совместно с московскими властями? Зеленский говорит, что 10% они уничтожили НПЗ. Буквально вчера, позавчера, там какое-то иностранное издание, которому тоже верить нельзя, потому что русские и через украинцев сливают информацию, как мой канал они вводили, как будто мой канал является там антиукраинским и так далее. И меня YouTube
в серый бан записывал. И сейчас я в этом сером бане нахожусь. Ну, также и странно, когда русские сами могут направлять. У них там и журналисты есть, и продажные есть, и все остальное. И вот возникает интересное странное такое ощущение. Совместно ли они работают? Вот смотрите. Зеленский говорит, что 10% они остановили. Вот какое-то средство массовой информации недавно сказало, по-моему, о 25%. Что очень трудно поверить, потому что мы следим каждый день за этими ударами. И за эти, как Зеленский сказал, 10%, 15%, то есть в 2,5 раза больше, ну, просто столько ударов украинцы не наносили. Ну, может, по каким-то очень важным ударили, может, там очень пожар был там и так далее. Но по факту 90 или 75% нефтеперерабатывающих мощностей, комплексов России, они действуют. Это сами признают. И Зеленский говорит, что 90 работают у русских. И вот недавние вот эти газеты, статья тоже говорит, там 75, 25% вывели из строя. Допустим, мы согласны с этим. Военные получают все время. Российские банды военные, они все время получают. Топливо, бензин, они продают. Они сами продают гражданам, они зарабатывают еще на этом. Короче, всем выгодно быть в армии, потому что со всех сторон текут деньги, рекой просто текут деньги. Но одновременно прекращаются в России одновременно, не в каком-то одном субъекте, прекращаются, дефицит получается, бензина, дизеля и так далее, ну, в основном бензина. Тогда возникает вопрос, если одновременно он возникает в 29 субъектах Российской Федерации, то почему он в некоторых вообще не возник? Почему? Если, например, в Чеченской Республике он не возник, говорят. Да, цены поднялись, и на продукты поднялись, там, и так далее. Это просто коммерсанты, бизнесмены, может, реагируют автоматически на это. То, что доставка дороже стала и так далее. Но это может быть временным таким делом. Но бензин как таковой не пропал. Да, там ограничения какие-то ввели. Ну, кризиса большого нет. Почему Чеченская Республика? Чеченская Республика, ее не нужно проверять на то, что восстанут ли они или нет. Они находятся в заложниках. И там тотальный контроль. ФСБ пронизывает там каждого, прослушивает каждого, контролирует и так далее. И они даже шутить на эту тему не хотят. Потому что, не дай бог, там чеченцы восстанут. В Европе их там четверть живет или треть живет. Ну и так далее. То есть не во всех регионах кризис. И не только Чеченская Республика. По-моему, еще в Дагестане, по-моему, еще есть. Хотя с перебоями. Ну и там еще где-то. И вот получается, что ударили там по 10-25%, и одновременно все обвалилось, нигде нету бензина. А не совместно ли это Путин делает с теми, кто бьет по их НПЗ? Путин подыгрывает. Не совместно ли эта операция тогда выходит? Для того, чтобы поднять народ, как я вам уже все свои доводы зачитывал, поднять этот народ, выявить оттуда каких-то пассионариев недовольных, посадить их на голодный паек, чтобы они были не мобильными, чтобы они в автобусы не загружались и не ехали с одного города в райцентр, с райцентра в Москву, чтобы митинговать или там идти на Красную площадь и еще чего-то. Очень странно, очень странно. Мне кажется, это не самое верное решение, если военные получают бензин, дизель и так далее, что просто страдают россияне. Эпизод 2. Включение. Пока район оцеплен, федеральное инфопространство выбрасывает готовый нарратив. Протестующих объявляют не голодными гражданами, а пособниками врага, которые бьют в спину воюющей армии. Пропагандисты кричат: из-за ударов по НПЗ у нас каждый литр на счету для танков на фронте, а эти эгоисты требуют бензин для своих легковушек и раскачивают лодку. Итог. Общественное мнение внутри страны моментально настраивается против бунтующих. Но это и безопасно. Всегда быть на стороне власти безопаснее в фашистской России. Обыватель соседней области начинает не сочувствовать им, а искренне ненавидеть. Принудительное тушение пожара дефицитом. Учреждения используют топливо как огнетушитель. Из резервов
королей бензоколонки. В бунтующий регион резко и демонстративно выбрасывают эшелон с топливом. Заправки заполняются, но цена взлетает еще на 20%. Одновременно на предприятиях, где рабочие грозили забастовкой, открываются мобильные пункты записи на контракт. Парням прямым текстом говорят: работы тут не будет, логистика встала, зато в армии поднимем подъемные и дадим бронь для семей на бесплатный бензин, например. Итог. Пар выпускается, самые активные уезжают на фронт от безысходности или насильно, остальные затыкаются, радуясь, что на заправках просто хоть что-то появилось, пусть и втридорого, и их не отправили на фронт. Фактически, украинская армия сегодня, нанося удары по НПЗ, режиму и армии наносит минимальный урон. И если еще раз кто-то считает, что будет какое-то восстание, которое... Сейчас, одну секунду. Кому-то, например, может казаться, что зачем России самой бить по своим этим. С одной стороны, да, незачем бить по своей. Но с другой стороны, по кому-то же нужно украинцам бить, правильно? Это как признание Чеченской республики Ичкерия Украины. Украинские националисты, украинские патриоты, которые знают, что чеченцы реально по-настоящему борются, желают, стремятся и будут всю свою историю, как были и так продолжат бороться за свою свободу и независимость, они понимают, что нужно признать Чеченскую республику Ичкерия. И что происходит затем? Профессор, международник, к сожалению, уже ушедший из жизни, Василенко, юрист украинский Василенко, он занимается этим вопросом скрупулезно, с юридической точки зрения, безупречно признает Чеченскую республику Ичкерию и оккупацию геноцида, и геноцид чеченского народа. А банда, пророссийская банда, античеченская банда и антиукраинская, банда в Украине выдвигает вперед, это Кирюша Буданов такой есть один, и все остальные, выдвигают вперед Закаевщину и других российских агентов влияния. Вот приблизительно то же самое здесь происходит. Украинскому обществу, украинской армии нужны удары. Украинским городам наносятся удары, настоящие, где погибают мирные люди, в том числе дети. И Украина должна отвечать. А куда отвечать? По НПЗ. Логично, правильно, отлично, бейте по НПЗ. Но за 10% НПЗ вся Россия встать не могла. Она стала почему-то. Значит, кто-то подыгрывает этому на России. Вот такие вот интересные вопросы тут складываются. Один за одним. И кажется, что невыгодно это Кремлю. Выгодно. Это очень даже выгодно. Дальше можно возразить, что народные бунты никогда ничего не меняют без контраэлиты. И сказать, что да, это исторически верно, но недооценивать кумулятивный эффект. Постоянный дефицит плюс инфляция плюс потери на войне медленно разъедают легитимность. Не революция завтра, но эрозия поддержки, уклонение от мобилизации, тихий саботаж. Тихий саботаж, уклонение от мобилизации и эрозия поддержки уже давно на России произошла. Просто русские боятся, все боятся, не только русские, все в России боятся говорить и свое мнение высказать. Нет там свободы, просто нету. Это только человек, проживший в несвободе, поймет, о чем речь. И если кому-то кажется, что медленно разъедая авторитет Путина, что замена произойдет, да, возможно, произойдет через 2 года, через 3 года замена. Только она произойдет, во-первых, не Путина, потому что Путин отпускать власть не хочет, а какой-нибудь сошки мелкой. И даже если замена Путина произойдет, так система сохранится. Не Путин напал на Украину, Россия, ФСБ напала на Украину.
Понимаете, ФСБ готовилась. Русский народ, он статист. Он поддержал, как ему по телевизору Соловьев рассказал, он сразу же поддержал. Все, на этом точка. Понимаете? Тотальная стерилизация поля. И может кто-то возразить и сказать, как, например, искусственный интеллект, что это переоценка, что вот тотальная зачистка. Элиты уже расколоты, говорит. Видно по постоянным чисткам, выпаданием людей из окон, передел активов и так далее. Частный бизнес душат, но это долгосрочная цена войны, а не гениальный план. В итоге экономика все сильнее садится на военные рельсы и нефтяную иглу с меньшей переработкой. Да, из окон люди выпадают, реально, и даже сажают, и военных сажают, коррупционные дела есть. Но это только тех, кто против режима. Тот, кто сотрудничает с Западом, тот, как они считают, может, никто и не сотрудничает, заподозрен в шпионаже, измене Родины, выпал в окно. Потому что доказательств нету, подозрения есть. Где-то косвенные признаки есть, в окно его. Понимаете? Вот. И это тоже не довод, что вот в окно кто-то выпал и так далее. Здесь, в Европе, российская агентура открыто действует. Открыто. Да, они не говорят, что они российская агентура. Они даже плачут, переживая якобы за Украину. Но они фактически вот чем занимается Ахмед Закаев и Руслан Кутаев, россияне. Они занимают поле, которое также занимают там разные ходорковские фашисты и соучастники геноцида чеченского народа, Пономаревы, Яшины, Карамурзы и вся вот эта братья ГБшно-номенклатурная, она занимает пространство, где простые россияне, русские, другие россияне могли бы о себе заявить. И они заявляют, но их, как и Ахмед Закаев, Кутаев, поддерживает Россия. Их тут на иностранные каналы приглашают, видимо, не за бесплатно. И вот мы видим то, что мы видим. Происходит фактически вот такая вот работа. И никто ее не оставлять в эту власть или систему КГБ не собирается. Очень большие ресурсы брошены на это. Может произойти локальная вспышка, какой-то бунт, недовольные могут выйти, там, просить чего-то, потому что люди реально с голоду уже будут умирать, потому что многое будет не хватать. Но плевать власти на это. Власти, российской власти, на них плевать. Чем они будут слабее, чем они будут голоднее. Да, говорят, рабов сильно не накармливали раньше, в прошлые времена. Чтобы, когда он наестся, ему другие мысли разные приходят. Пусть полуголодный всегда, чуть-чуть недоевшийся. Всегда, чтобы и сил не было много особо. Также российские бандиты делали с нашими пленными, когда им попадались пленные, они вот так их держали голодными, чтобы он не мог сопротивляться, не мог какой-то вред нанести. Вот такая вот у меня мысля возникла в связи с этим, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии, и потом мы вернемся. Так, валейкум салам, Светлана, Осман, гражданин Ичкерии, Асламбек, Муслим, Шавик, Гамаш, Владимир. Всех вас приветствую, друзья. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Так, будет запрошена помощь в проведении референдума по Пригожину. Осдох, Швар Пригожиник, референдум Ири Бош. Вара присяги, Швари, президент, Туаллама читается. Да, совершенно верно. Так, свобода Ичкерии, Украина переможет. Обязательно, Владимир. Так, обов'язково переможе наша Украина через свободная великая страна. Эмин. Какое международное право? ООН и Красные Кресты, ЕС – это закрытое акционерное общество. Соровские специалисты, коммунисты, но владеющие миллиардами. Да, возможно, не знаю я, что там Сорос. Они там одни на одних в эту американскую политику влезать, там они как будто Сорос – это какой-то там бизнесмен, меценат, который своими деньгами распоряжается. Нет, конечно. Мы это все прекрасно понимаем. Понимаете? Иностранные государства вмешиваться, наносить какой-то вред, даже гипотетический или
репутационный Соединенным Штатам, какому-то бизнесмену, ну, 18 разведывательных служб США точно не позволили бы. И еще плюс армия, и еще плюс все остальные институты. Поэтому это делает США. И Сорос США-совский не просто какой-то частный бизнесмен. На мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Кто там еще, вот этот, там другой у них там олигарх есть. Например, сейчас Илон Маск там триллионером стал, триллиардером стал, еще кем-то он стал. Ну, тоже в космос летает. Ну и что, детский сад, что ли? Мы что, не понимаем, что ракеты, космос, там, Илону Маску кто-то все позволяет? Нет, конечно. Все это делается с помощью государства. Поэтому, когда мы говорим Сорос, мы должны сказать, что это США, а не Сорос. Потому что Сорос это и есть США. Понимаете? Ну и я не знаю даже на самом деле, что там Сорос делает. Я знаю, что постоянно про него говорят. То одни плохо говорят, то другие плохо. Ничего хорошего про него я не слышал. А тот, кто про них говорит плохо, ну еще я не знаю, кто они. Поэтому вообще в эту американскую политику лезть, это как бы себе хуже делать на самом деле. Я не знаю там кто что, но знать надо, конечно бы. Я в этом пока очень плохо разбираюсь. Ну, собираюсь я. Салам алейкум, Аса. А все твои пункты прослушал и не согласен ни с одним из них. Очень хорошо. Даже ФСБшникам ни капли не выгодно, что бомбят эти НПЗ. Ведь это их кормушка, нефть и все сырье, которое Россия экспортирует, кормит не только россиян, она кормит кремлевскую верхушку и ФСБ. Но кто тебе сказал, что они не кормятся? Кто тебе сказал, что они не кормятся? Они кормятся, они дальше продолжают кормиться. У них даже цены сейчас выросли. И если только ты с этим не согласен, ну, я тебе скажу, что не вся нефть принадлежит ФСБ. Ну, то есть представителям ФСБ она принадлежит, но не всему ФСБ она принадлежит, а только вот на самом верху, который самое главное у них там. Так, валейкум салам, я, кажется, ответил. 20%, 25% это очень много. До этого предлагали НПЗ сами ПВО закупать частным образом. Но это их они просто вынуждали выплачивать копеечку. Все, что ты говоришь, что бомбят НПЗ в договоре с Путиным, чтобы выявить каких-то недовольных лиц среди населения, но это играет на сегодня-завтра, и это кажется через полгода-год. Никто не подыгрывает, это просто паника. Нету никакой паники. Нету. Где ты там панику видишь? Какая там паника? Я не вижу там никакой паники. Если вы реально думаете, что народ поднимется, они свергнут Путина, это обман. Если на самом деле будет принято решение, что Путина нужно заменить на кого-то другого, да, ФСБ, учреждение примет решение заменить на кого-то другого, то это произойдет, знаете как? Вот этих недовольных выведут и поменяют. А нам всем будут показывать, что это вот они их свергли. Как это произошло в 1991 году, когда развалился Советский Союз. То же самое был кризис. То же самое 2-3 года, перестройка, пытались выкрутиться. Американцы начали там курочки, окорочка Буша там поставлять и так далее. А потом просто поставили своего КГБшника, бывшего председателя Свердловской области Ельцина, который был супердемократом. Правда, вчерашний КГБшник. Потому что других председателей Свердловской области, любой области в Советском Союзе не было просто. Невозможно было. И не было иллюстрации КГБ СССР, не было рассекречивания архивов. И Ельцин стоял на Красной площади, да, народ, это же такая энергия, мощная такая, заряд такой. И они готовы были смести это здание этой Лубянки. И он сказал, мы же не пойдем туда. Все, расходимся. Есть съемка, у меня на канале она есть, YouTube есть, по-моему, в TikTok тоже. Он говорит, все, идем домой, все, не идем на штурм. А тогда ФСБ усиленно сжигало документы, уже все, прощались они совсем, там все было плохо. Заползли под корягу. И буквально 2-3 года боролись за власть, установили, разделили власть, все устаканили и напали на Ичкерию. Здесь произойдет то же самое. И если кто-то думает, что какой-то там Вася без бензина поднимется и так далее, он что, умирать будет? Нет, у него 1 200 000 уже убитых и раненых в Украине, он не поднимается. Просто твоих соплеменников, твоих братьев, сестер, там, кто сколько уже там положено. Абсолютно аморально бесчеловечные отношения, избивают, пытают, мясные штурмы. Это вы просто до конца не видите или не осознаете, может, некоторые.
А там внутри, особенно кто связан с этой армией, кто попал на эту так называемую СВО, они прекрасно знают там все нравы, правила, привычки, и они в шоке. Они не восстают. А теперь из-за того, что бензина нету или там подорожало, они будут восставать? Нет, конечно. Нет, это менталитет русских. Они не будут вставать. Понимаете? Они уедут, они запрячутся. Одиночка выйдет, начнет ФСБ расстреливать какой-нибудь. Это может будет. Группа даже объявится. Но народ не поддержит. Понимаете, народ, его никогда в истории не было, русских, России, чтобы народ сам самоорганизовывался, выдвигал лидеров и так далее. Чтобы они успешно свергали власть. Нет! Это можно было бы сделать, если бы здесь, на Западе, была бы группа лидеров, которые сформировались и стали бы таким переходным правительством. Но для этого существуют Ходорковские, Фейкины, Мейкины, Пономаренки, Кутаевы, Закаевы. Вот эти все, что для Ичкерии, что для России. Понимаете? Ну это же очевидно, на мой взгляд. Витаю, Лакшми, витаю. Привет, Шамиль. Россия пропоет «Боже, храни Америку» и попросит ленд-лиз у США. Да, 100% так и будет, Асланбек. 100%. 100% так и будет. Алейк салам, Шамиль. Все будет Ичкерия, да. Да, Алмуа. Просто, что я думаю насчет этого, я думаю, что экономику будут уничтожать потихоньку, чтобы не был резкий обвал и развал, а контролируем уничтожение России. Ну, звучит, конечно, очень интересно, но, знаешь, после того, что творит украинские представители, украинские власти в отношении чеченского вопроса, я не верю украинской власти. Вот просто от слова совсем, напрочь. Когда, это ладно, мы там сидим, конспирологические диверсии выдвигаем, ладно, мы там обвиняем их, потому что я, например, плохой на них злой, потому что они вот чеченцев не признают. Я свои личные интересы преследую. И они никак не связаны с Россией. Тогда как получается, что коррупция просто расцветает? И уголовные дела есть, это же я не придумаю. Как получается, что Ермак, получается, связан с гадалкой, у которой в России родственники, и он через нее министров назначает. Просто представьте себе, министры, украинские министры назначаются Ермаком через гадалку, которая связана с Русней. Так что я ничего не придумаю. Я, наоборот, долго-долго терплю и не называю вещи своими именами. В том числе, потому что так получилось, что я веду с нашим президиумом, с Аядом Идиговым стримы, чтобы потом не сказали, что я что-то там Украине вредно ношу, Ичкерии там не даю, еще что-то, эти политики там туда-сюда. Я в политику не играю. Я заступаюсь за чеченский и украинский народ. Простой украинский народ меня интересует. И я вижу эту несправедливость к нему. И он каждый день гибнет. Также и русские гибнут. А с русской стороны гибнут и чеченцы, которых насильно забирают. Поэтому я заинтересован не как где-то там Кириша Буданов или там еще какой-нибудь Путин там, убивать людей и удерживать власть. У меня власти нет. Я за то, чтобы люди не гибли, чтобы восстановилась справедливость, и чтобы нас не обманывали, потому что мы, чеченцы, это уже прошли. Просто катком прошлись, и теперь нос воротят, видите ли. Представьте себе, насколько нужно быть аморальным, просто мудаком, чтобы вот так в наглую не замечать в упор геноцид чеченского народа и вопрос чеченский. Поэтому как-то так, Дион. Никакого резкого обвала, я просто не верю. Это, да, красивая сказка, что вот медленно задушим. Да, медленно задушим, медленно вырывают зубы, убивают мужика русского за мужиком каждый день. Да, Россия выдохнется, останутся только бабы. Да, там Путин станет и ФСБ, уже в очереди стоят, они стучат на всех. Здесь ФСБшники, все здесь вот так очередью стоят. За это их не трогают. Другого объяснения у меня нет. Если бы они реально враждовали бы, они бы всех тут выкинули бы отсюда. В итоге вот получаем то, что получаем. И может быть обвала резкого не будет, но произойдет, знаете что?
а, просто смена одного КГБшника на другой произойдет. И все. Все довольны, кроме украинцев, чеченцев, грузин и остальных. Американцы довольны, немцы довольны, французы довольны, Запад весь доволен, какие-то все, Путин покладистый или какой-нибудь другой Мутин. Понимаете? А мы тогда как? Они же нами воюют, понимаете? Они нам эту пропаганду заливают. Мы тут там на себе тельняшки рвем, гибнем на фронтах, там сидим там ночами не спим, переживаем, пишем, что делаем, говорим. А так, поигрались, поубивали миллион с одной стороны, миллион с другой стороны. Путин договорился или ушел на пенсию, или якобы убили его, как Пригожин, как еще что-то. Все, погиб Путин. Тела нет, там самолет взорвался, где-то утонул, где-то бомба пролетела, все, трупа нет, как с Гитлером получилось. Все, знаете, тогда они заодно. Если труп Путина мы не увидим, значит они заодно. А мы его не увидим, скорее всего. Потому что Путин сдает всю Россию и всех. Понимаете? Очень интересно получается. Очень. Так. Алейкум Рая. Как ты думаешь, Асан, Армения сделала правильный выбор? Я думаю, то, что Армения отдаляется от России, это хорошо. Если так вот, как мы сейчас обсуждаем вопрос по нанесению по НПЗ удары, что в России вроде бы как топливный кризис, это хорошо. Но вот если глубоко копать и смотреть, а как это будет отражаться в целом, то надо посмотреть. Сейчас Армения, я поддерживаю Пашиняна, армянский народ, который выбрал направление в сторону Европы. Как можно больше отделиться от этой фашистской России. Потому что она никогда не станет нормальной. Пока есть эта система КГБ, русские свергнуть это не могут, им никто помогать в этом не собирается и так далее, и так далее. Соответственно, получается, что Армения должна отойти подальше. Это, ну, как бы хорошо. Для Армении, в первую очередь. С другой стороны, а если сейчас из Армении сделают Израиль? Ведь Израиль ведь тоже сделаны. Мы все понимаем, что Израилю дали землю, евреев созвали, поделили на две территории между палестинцами, арабами Палестины и евреями, сказали, сделайте государство. Ну вот, все было чинно-благородно. Живи себе, да наслаждайся. Только я не знаю ни одного случая, что кто-то кому-то делал государство. Как это, например, произошло с евреями. Там Англия им помогла, там идея была там давно разработана, евреи мечтали, все знали, что у них такие мечты. Им помогли сделать это государство. Окей, сделали государство, арабы напали. И вот теперь с тех пор мы видим, что мирный уголок, где евреи будут защищены, но не совсем мирный. Швейцария ближневосточная из Израиля не получилось. Они все время воюют, им некогда. И чем дальше они воюют, тем больше у них появляется врагов. Вроде бы надо договариваться, но вроде бы к какому-то компромиссу приходить, к какому-то к миру приходить. Но нет, этого не происходит. И некоторые еврейские, израильские патриоты, националисты, видимо, гордятся, что они вот там развиваются, расширяются и так далее. Но, может, это и нужно им кому-то для успокоения своего самолюбия. А по факту, будет ли это безопасно? Вроде бы для безопасности это делается. Тоже сложно сказать. Да, сейчас безопасно. А что через 100 лет будет или через 50 лет? Ситуация может поменяться. Америка может не всегда быть лидером и не всегда такой мощной. Да все что угодно может быть. То же самое касается и Армении. Если из Армении делают сейчас Израиль, который будет воевать с тюрками, которые их геноцидили, и Израиль признал этот геноцид. Если вы помните, Израиль очень сильно поддерживал Азербайджан перед началом, готовился перед началом войны в Иране. Теперь Израиль поддерживает Армению и признает геноцид, совершенный над Арменией.
но Израиль почему-то не признает геноцид, совершенный над чеченцами. И у меня закрадывается мысль, что дело здесь не в геноциде и в армянах, а политическая игра навредить Эрдогану. И если, то есть, как и у евреев, у армян есть обида, что над ними совершен геноцид. Все, мотивация для того, чтобы они были агрессивными, у них уже имеется. И если эта мотивация потом будет увеличиваться, подкармливаться, то может быть произойти так, что армяне могут оказаться постоянными, они в Европе есть, много из будут съезжаться в Армению, воевать, защищать. Там. Пока сейчас нет, конечно, как у евреев мечты совершить возвращение на свою родину у армян нет, они живут по всему миру, и в Америке, и во Франции, и здесь, в Европе, но не знаю я, что из этого выйдет, но я бы хотел, чтобы у армян было все хорошо, чтобы они не оказались в роли, где они будут всегда находиться под прессом, под постоянным прессом. А что будет, не знаю, посмотрим. Не знаю, посмотрим. Так. Вот именно, очередь за ФСБшников, это и нужно США, что ФСБ сами на поком пришли. С Россией бы так не церемонились. Если бы у нее было бы ядерное оружие, вся проблема в ядерном оружии. Ну, возможно, проблема, конечно, она может быть присутствует, ядерное оружие имеется, все такое, это все понятно. Но вот возникает другой момент. Знаете, американцы, у них какая система, как они выстроили систему? Американцы заняли все главные международные организации во всем мире. Вот это самое главное достижение американцев. У них есть деньги, и главные международные институты, ну, они или там самые главные, или они почти самые главные. Вот везде у них там свои люди. И они богатые, у них есть оружие, у них есть сила, и многие лоббируют, все сами идут к ним и просят, давайте мы вам это дадим, вы нам это дадите, вот вам еще одна программа, вот такая программа, и идет, короче, такое лоббирование идет. Все говорят, евреи там лоббируют и так далее. Может, евреи, они чемпионы по лоббированию в Америке, но они далеко не одни, их там огромное количество, весь мир лоббирует правительство США и так далее, и работа у них в этом направлении идет. И американцы уже до того, это мое субъективное мнение, до того уже расслабились, им до того лень что-либо делать, просто им приносят информацию. Вот, например, вот я как правозащитник могу сказать, если я какой-то проект какой-то делаю, чтобы обратиться в какой-нибудь фонд, грант получить, еще что-то сделать, но это просто, во-первых, не найдешь канал, как это сделать, и то, что в интернете вы найдете и будете им писать, просто проигнорируй. Вам связи нужны, подходы нужны, там гарантии нужны, бам-бам-бам, что-то нужно. То есть просто так с улицы, с хорошей идеей, я какой-нибудь там талантливый, какой-нибудь там человек в какой-то области, я не пробьюсь просто-напросто. Потому что уже давно сидят русские, все остальные вокруг вот этих грантов и так далее, и вас просто на пушечный выстрел не подпустят к этому. Вам ни копейки не дадут, если русские не скажут, ну дайте им денег, да, нормально, будем работать. Вот как эта система там начинает работать. Поэтому, если исходить из этой ситуации, то мы понимаем, что россияне и так всегда стояли. Вы посмотрите, как Путин общается с Трампом. Трамп на него там и сумасшедшим называет, и идиотом называет. Максимум, что может сказать, кто так обзывается, тот сам называется. Это все, что он может сказать. Никогда грубого слова он не скажет. Они и так стоят на коленях, это они перед нами, они львы толстые. А так они там, они на коленях стоят, скажем так, и умоляют. А американцам нужно, и немцам нужно, и французам нужно, чтобы все перед ними лебезили, чтобы они перед ними так, и расслабляются, потому что много у тебя предложений,
по разным проектам, а у них еще и ресурсы есть, и возможности есть какие-то. И вот таким вот образом они воздействуют. И США просто фактически хвост виляет собакой. Собака это США, а хвост это вот эти все лоббисты. Вот они управляют США как хотят. И поэтому мы видели, что американцы подошли просто к краю пропасти, к краю, катастрофе. И Европу подвели, и сами. И чуть было в лепешку не разбились. Чуть было не влезли в эту войну уже наземным вторжением. Поэтому на коленях они стоят, и ничего в этом нет удивительного. Мне рассказывали, что в Лондоне они в очереди стоят. Там у них целый дом, их там поселили, как общежитие, они там живут, и ФСБшники там, и постукивают. Они делают 90% полезного, а 10% себе. И тоже хорошо. И те глаза закрывают. Это же уже их проверенные люди, понимаете? Вот как эта система работает. Не просто там сидит какой-то там Трамп, и он там все контролирует, все решит. Нет, они уже зажрались, у них все хорошо, им плевать. И поэтому их подвели вот к катастрофе, как с Ираном. Да, вот они думают, вот они приносят, все они решают, у них все хорошо и так далее. Ну, хорошо, хорошо. Так, я Баланетка давно говорила, что украинская влада это пророссийская пятая колонна. Клейма негде ставить. Приветствую тебя, Баланетка. К сожалению, ты права. Ядерка есть у многих стран. Да, кстати говоря, и я не думаю, что ядерку Путин применит. Я раньше так считал. Кстати говоря, я давно думал, я иногда, как вы понимаете, меняю свои взгляды в процессе эволюции или в процессе открытия каких-то новых фактов. Ну, то же самое развитие мое происходит, и я меняю свои взгляды. Поэтому, если я что-то раньше говорил, не ссылайтесь на то, что я раньше говорил. Ссылайтесь на самое последнее, что я говорил. Потому что я, как и вы, каждый день получаю информацию, каждый день ее анализирую и прихожу к каким-то умозаключениям. Иногда я могу сделать ошибочное заключение. Поэтому я раньше считал, что будет применять, там, они будут, там, грозились. И, знаете, я думал, может, это очень все серьезно, но я думаю, не применят. Не применят они ядерное оружие. Никогда они не применят. Ни Путин не применит, ни даже российские военные, которые захватят власть, они не применят. Просто не применят. Ну, нету основания его применять. Просто зачем? Если можно договориться. Салам Машал Душин Сан Махкой. Жаль, что для украинской службы ВСУ недоступно гражданское авиационное топливо, военное топливо авиации МТО. Россия перестала бы летать, отдыхать. Да, Дели Салам Машал Буря, Машуаль. Я, знаешь, что всегда вот я вижу, что как дрались израильтяне и американцы с Ираном. Ни одного лишнего выстрела, ну, кроме ошибочных каких-нибудь. Точно по центру принятия решений, точно по этим там били. Вроде бы смотришь, украинцы несут колоссальнейшие, евреи не несут, американцы не несут такие потери от Ирана, как несут их украинцы. И вроде бы украинцы должны действовать так же. Нет, не бьют по центру принятия решений. Представьте себе, просто не бьют. Просто не бьют. Ударили по Ачхой-Мартановскому ФСБ. Ударили в 4 часа ночи. Ударили, потому что я говорил, что нужно бить по центру принятия решений, если вы серьезно, а не здесь фигней занимаетесь. И, наверное, чтобы сделать репрессии против моего родственника, или меня может запугать, что я должен испугаться чего-то там. Вообще, такой функции у нас нет, можете не стараться. Зачем бить 4 часа ночи по Ачхой-Мартановскому ФСБ? Что там, ФСБшник сидит, что ли? Потом ударили по 300 метров для главного ФСБ до Грозного не долетел. Грозном, оккупированном Грозном не долетел. Опять, помните как в том анекдоте, да? Опять не за что зацепиться, да? Нет доказательств. Да? Вот так происходит. Да, кто-то ошибается, какие-то, это война, там не все идеально, там и перехваты бывают, все. Я не хочу тоже огульно все обвинять там и так далее, и так далее. Но я не вижу ударов. Я вижу, когда задержали ФСБшников, пограничников, когда в Курскую область зашли,
И тогда полностью там все начали разбегаться, и были пограничники. И каждому пограничнику, вот группе каких-то пограничников, были пристегнуты 2 или 3 кадыровца. Это делается, чтобы дух поднимать, чтобы не бежали русские. Чтобы там с ними был чеченец, если что, чеченец не побежит, соответственно, и эти тоже стоят, короче говоря. Вот для этого делается. Так вот, задержали ФСБшников. Пограничники — это ФСБшники. Ну, не помню сколько, 20 их было или 30 там, пацанва, еще молодые парни задержаны. И такие же молодые чеченцы среди них. 2, по-моему, там было. И эти мерзавцы, которые все снимают, все информационные средства украинские, блогеры там начинают: кадыровцев, чеченцев поймать, кадыровцев поймать. Там 20 ФСБшников поймали. Это даже не произносится. За все это время, 25 августа 25 года, Алексей Титов самовзорвался в Центральном детском магазине в городе Москва на Лубянской площади. То есть бомбу закладывал офицер ФСБ перед 1 сентября, в День независимости Украины. Никто из украинских средств массовой информации об этом не говорил. Ну, ладно, сами не дотюкались, я же вам рассказываю это. Никто об этом не говорит. Я писал тексты, говорил об этом. Никто за все это время. Просто об этом не говорят. Просто ФСБ никто прямо в убийстве русских детей или попытке убийства русских детей не обвиняют. Почему, у меня вопрос? Почему ФСБ вот так старательно обходится? А потому что филиал КГБ СССР, КГБ УССР находится в Украине. Вот и все объяснение. Другого объяснения нет. Так. Главное, чтобы из Армении, Асамбек Тутаев, главное, чтобы из Армении не сделали полигон военных действий. Да, Асамбек, вот это самое главное. Да. Если правительство республики перекроет движение авиа и дорожные сообщения, то гибня будет сидеть тихо, и нужно заблокировать всех вояк и мусоров, то есть перекрыть дороги. Но правительство республик не существует, Шамиль. Есть агенты, поставленные системой для управления в регионах. Нету никаких правительств республик. Вообще правительство — это очень серьезный термин. Нет, это обычная агентура и вокруг этого правительства. Поэтому никто не будет возмущаться. Может прилететь дрон, скинуть один заряд, другой с листовкой для инструктажа дальнейших действий. Ну, можно через дрон с листовками, можно через интернет это сделать, у каждого есть телефон. Информацию донести мы можем, в принципе, при желании. Если Запад захочет, он донесет информацию до россиян. Так, ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум ассалам, Мавидин. Приветствую тебя. Слава Украине, свободочки. Героям слава. Очень интересно. Не знал, говорит Шомо. Что именно ты не знал? Ядерка есть у многих стран, но немногие страны, во-первых, грозятся всему миру ядерной войной, а во-вторых, немногие страны находятся, можно сказать, в таком положении, загнанном углу, как Россия. Ну, Россия еще не загнана, как мы видим, она не очень-то и загнана. Ну, может, россияне загоняют, а что-то Путина я не вижу особо, что загоняют. Не сердитесь, лето. Так, понятно, очень жарко, Мадяр управился. Так, Шамиль. Я тоже думаю, что ядерку не применят. Они же понимают, что им самим конец, их семьям, детям и так далее. И они ищут бессмертие для себя, а институции цело создают, чтобы найти пилюлю от смерти. Абсолютно верно. Абсолютно, Бавонетка. Абсолютно так. Именно так. Вот такие вот, друзья, у меня мысли. Мой канал постоянно находится под атакой. И постоянно отписки у нас идут, постоянно нам. Я вообще одно видео, стрим, я его вообще не могу найти. Просто его у меня здесь нет. Я его могу найти по ссылке, которая есть, но я не могу его найти у себя вот в своем этом разделе, где вот у меня трансляции есть на своем канале. Я не могу найти. Просто нету. Просто. Появился. Появился. Не было до сих пор. Появился. Это стрим, который 24 июня был у нас. Но поэтому наш канал находится под атакой, друзья.
как вы заметили, и по просмотрам на территории России, особенно какие-нибудь, если темы, даже по заголовку, если им не нравится, они начинают атаковать канал, и он падает. Поэтому распространяйте правду. И на этом я сегодняшний стрим свой закончу, друзья. Спасибо вам, что смотрите и поддерживаете. Сейчас я посмотрю, что пишет Буря. Аслан, нет приказа удара по Кремлю или по Москве-Сити. Странно, что кто-то командует парадом со стороны. Если для украинцев нужна локация Лубянки, гнездо КГБ, я им дам без проблем. Я думаю, у них есть возможность зайти в Google Maps и посмотреть, где это все находится. Но я понимаю, что ты с сарказмом это говоришь, и в этом и вся трагедия нашей сегодняшней ситуации. У вас жарко, Германия? Да, Шаму, у нас очень жарко. Всего самого хорошего, друзья. Завтра приходите на эфир с Аядом Идиговым. Будет очень интересно. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Адикёль Маш Ойль. До свидания.